в открытую, ебанутые, короче. Ну, я их и так назвал, там, двенашку. Тебя люди смотрят вот так, с открытым ртом. Они тебя слушают, они так вникают. Любовь или дружба? Счастье. Двенашки, ты на сколько процентов был тотально честен? Успех или счастье? Любовь. Почему ты хотел у меня как бы обучаться или прям, чтобы я стал твоим коучем? Пьяный был, наверное. Ты тогда бухал, да? Ты такой, а ты что, говорит, постоянно всех защищаешь? Я такой, в смысле? А ты, говорит, сколько зарабатываешь? Мне так в лицо. Меня так это взбесило. Бешбармак или баранья голова? Бешбармак. Бешбармак. Как самочувствие? Все нормально, спокойно. Спокойно, хорошо. Я так понимаю, это первый раз, да? Первый твой подкаст. Вообще первый раз, да. Как-то непривычно. Как-то новый опыт, так скажем. Но я рад, знаешь, давай сейчас представим, что мы сидим просто в спокойной обстановке, как будто в кафе, и общаемся. И для начала я представлю тебя, кто ты, я кто. Меня зовут Кулан, я сейчас коуч, и передо мной сидит Айдар. Айдар, он с России, он сейчас предприниматель, и мы сейчас будем говорить о том, что как мы познакомились, потому что, мне кажется, Айдар такой уникальный человек, столько всего произошло и происходит, и сейчас мы будем делиться этим опытом. Ты готов? Да, готов. Хорошо, давай начнем с того, что как мы познакомились, как произошло все это. То есть мне рассказывать, да? Да. Мы познакомились в Дубае на метаморфозах у Петра Осипова. Это было в 2022 году, в мае. Мы должны были, эти метаморфозы вообще должны были проходить как бы в Москве в феврале месяце, да, до февраля. Потом перенесли там с событиями в Дубай. А ты вообще собирался, кстати, в феврале прилетать в Москву, нет? Нет, я просто в последний момент решил, что надо мне... Просто, знаешь, это же трансформационный тренинг такой, что там жизнь меняешь. А какой у тебя был запрос на эти метаморфозы? То есть я вообще в последний момент решил. То есть тот момент, это был такой момент очень кризисный для меня. У меня был такой огромный долг, как будто в жизни все рушилось. И я смотрю там в Дубае тренинг. И я потом под конец даже заплатил. По-моему, даже я в Дубай вылетел, и там же, по-моему, купил билеты на метаморфоз. Вообще, хорошо. Видишь, как нас судьба, так скажем, свела. Когда я вообще метаморфозы покупал до Нового года, в декабре или в ноябре, я давно за ним следил. Я вообще предприниматель, работаю в бизнесе уже с 2008 года. У меня микрокредитная компания, автомобилями занимался, с Японии автомобили возил, перекупкой занимался автомобилей, даже с Америки привозил, битые машины. Даже в Финляндии 2 машины потерялись у меня в контейнере, просто-напросто пропали. И вот как бы такие этапы прошли. Таунхаусы, стройка начал заниматься, таунхаусы строили, дома строили. И в один момент, даже хочется, наверное, больше сказать спасибо коронавирусу, в тот момент все сидеть начали же дома, и в этот момент думаешь, как сидеть можно дома, и что нужно делать, что-то нужно вообще делать. И в этот момент, как говорится, начинаешь осознавать, надо развиваться, надо что-то делать. Я начинаю там в интернете разные курсы, подкасты смотреть. Первое, что я купил, я вообще инвестиции купил, курсы по инвестициям. И там начал смотреть в это, и по пути там и Петра Осипова смотрел, и вот запрос у меня был, как будто я в тупике, когда шел на метаморфозы, как будто я вот реально в тупике, вроде бы и дом есть, и семья есть, и дети есть, и все, как говорится, есть. Но что делать дальше, я не знал. Короче, что делать вообще вот
в таких случаях, когда что-то не так? Ну, как у тебя? Я не знал на этот как бы ответ, что вообще можно было делать. Я понял, что самое лучшее действие это просто-напросто развиваться, Мгм. что-то нужно делать, просто начать вот брать и что-то делать. И в тот момент я как бы смотрел Петра Осипова, и я такой, все, я хочу к нему на тренинг, там, ну, он там кейсы же показывает, все рассказывает. Я думаю, все, надо к нему, короче, ехать, надо развиваться, надо себя менять. И я поехал как бы поменять, вообще поехал, думал, может, какую-то я нишу найду, хоть у меня есть бизнес, я вообще Мгм. такой, ну, как бы, вроде бы и бизнес, и вся работа есть, но я настолько себя обесценил, настолько я был неуверенный, можно сказать, да, что все, что у меня было вообще, и семья, и дом, и работа, я думал, что у меня вообще ничего нету. Я М. думал, что сейчас пойду к Петру Осипову, и я найду, там, большие деньги буду зарабатывать, там, найду какую-то нишу, буду зарабатывать. А пришел, Оказалось, проблема не в этом, да? а оказалось, проблема вообще не в этом. А в чем было? Эм, Ну, это проблема во мне была. То Мгм. есть я всю жизнь так шел, так скажем, в маске шел, достигаторством занимался, бежал куда-то, сломя, так скажем, голову, не видел ничего, преград, все добивался, добивался, а внутреннего, оказывается, ощущения счастья, радости я не испытывал. И то есть в процессе метаморфоза я понял, что я хочу испытывать внутреннее счастье. У меня все на самом деле есть. И работа есть, и дом, и семья. Все у меня хорошо, прекрасно у меня. То есть как бы в процессе у меня такой вот запрос поменялся. Я задам такой вопрос, ну, а что сейчас для тебя счастье? Что такое счастье? Ну, для тебя, то, что ты сейчас понял. Ну, ты же говоришь, что то, что ты искал, вот внутреннее счастье и так далее. Потому что когда мы с тобой были, работали, и я помню твои разговоры, я говорю, он купил, когда квартиру в этом в Сочи, Мгм. я звоню тебе, и я тебя поздравляю, говорю, блин, классно же, ты купил квартиру и так далее. И ты в этот момент говорил, ну это фигня, короче, ну типа того нет, короче, такого ощущения нет. И что ты сейчас понял? Что такое счастье для тебя сейчас? Ну, это такое... Глубинный вопрос, я понимаю, но просто то, что ты сейчас понимаешь. Я вообще понял, что счастье – это вот свое внутреннее состояние, любой подход, к чему ты подходишь, вот, все, что ты делаешь, оно должно вот приносить тебе радость. С легкостью это С делается, любовью. с любовью, да. Любовь не означает же там любовь только с женой, а Мгм. любовь, отношения там вот работа должна быть любимая, Мгм. значит, если она тебе нравится, и тебе нравится этим заниматься, приходит такое внутреннее состояние счастья. Многие говорят там, бабочки, да, в животе Мгм. начинают бегать. А здесь вот это просто нужно почувствовать. И вот моментами я вот сейчас как бы иду к этому, и бывает случай, как будто... вот даже сейчас, вчера мы с тобой ходили, разговаривали, Мгм. так было приятно внутри ощущать, что вот что ты есть вот в этой жизни, и что ты как бы мы с тобой разговариваем, и вот это оно, вот этот момент, он приносит такое внутреннее счастье. Да, интересно. Знаешь, Айдар, я последнее вообще время тоже, как ты уперся какой-то в потолок, у меня тоже был такой вот кризис. Я тоже искал вот такое вот спокойствие, гармонию, да. Кто-то говорит, может, это счастье. Я просто искал, наверное, то состояние, где все ровно, да, там неважно, что происходит вообще снаружи, если у тебя какие-то трудности или какие-то радости, неважно. И я для себя решил, что счастье это, знаешь, не тогда у тебя там машины, дома, там любимая работа и все дела, там деньги, нет. Э, Потому что если ты тогда так смотришь, это так, ну, так инфантильно смотришь, что это как будто ты принимаешь только светлую сторону жизни, а в сторону, ну, темную,
ну, мы же живем в дуальном мире, да, где есть черное и белое, где есть любовь и зло, где есть хорошее, ну, такое там нехорошее, да. И счастье для меня сейчас стало, что вообще неважно, происходит хорошее или там происходят какие-то трудности, и ты проживаешь эту жизнь. То есть счастье, мне кажется, это проживать свою жизнь. И это не значит, что там все будет прям как мы воображаем, да, как мы думаем, да. Но счастье — это проживать свою жизнь. Да. И мне кажется, счастье — это выбор тоже. Да. Ну, Ну, мы же даже вот сейчас с тобой Сим обсуждаем, даже вот наш выбор стал, мы же, когда на метаморфозы пошли в Дубае, да, там же делится на десятки, мы с тобой вообще случайно же разделились. Это Да. вот просто вот как бы все разделились на бади, а мы с тобой вот случайно попали, то есть это наш такой выбор стал. Это тоже вот про то, что мы в тот момент выбрали, чтобы сейчас быть в моменте счастливые. так Да. скажем. Но, потом там прошло 5 дней. Я помню такой момент. Но первое впечатление вообще... У тебя было такое сопротивление? То есть и хотелось вообще до конца не участвовать в этом Где? тренинге? В Да, метаморфозах? да. В смысле, в конце. У меня уже на третий день или на второй день там, Не хотелось, да? я пришел к жене, мы там с женой летали же в Дубай. Она была в номере, я пришел поздно. У меня голова вот такая огромная, просто там не знаю, что творится, короче. Я помню, это такой сел, а денег немалых как потратили. То есть на полет, на перелеты, на Конечно, да. покупку это все. Как помню, что-то в районе 600 тысяч, что ли, было, выходило. Ну, вот эта поездка. Я такой пришел, сижу и думаю, как сказать жене, что я не хочу больше участвовать на метаморфозе. Я такой, ты, говорю, не обидишься, если я, говорю, уйду с метаморфоза? Я говорю, это, говорю, не мое. И заплакал, помню. Сижу такой, плачу, она такая, блин, ну, уходи, это твой, говорит, выбор. Я вроде бы так проплакался, посидел, ночью проспал. Я думал, уже на следующий день никуда не пойду. Я думаю, нет, Айдар, нет, нужно дальше двигаться, надо смотреть в эту сторону. А что было трудного вообще? А в чем сопротивление? Ну, там как бы вот, когда разделились на десятки, такое вот сопротивление, даже не то, что знаний давали, а мне окружение, короче, напрягать начало. Меня тоже напрягло. Прям очень сильное напряжение. Меня вообще обесценили. То есть среди всех я как бы такой, ну, обеспеченный вообще человек. У меня есть работа, у меня есть бизнес, да. Там такая обесценка была, что я как будто там с какой-то деревни приехал, как колхозник, на какие-то метаморфозы, одет, стиль неправильно. Я думаю, блин, ну это что-то, я думал, это какое-то не мое это все. Я думаю, блин, ну в этот момент хотелось уже сдаться. Я помню, даже с тобой у нас конфликт возник. Я за кого-то заступился перед входом в дверь. Ты такой, а ты что, говорит, постоянно всех защищаешь? Такой, в смысле? А ты, говорит, сколько зарабатываешь? Мне так в лицо. Меня так это взбесило. Я думаю, ну ладно, наверное, метаморфозы, наверное, отвечать надо, честно быть, типа, сколько зарабатываешь. Я вот сейчас только понимаю, что я тогда... Мне кажется, я не так сказал, по-моему. Ну, просто такое было, что там было надо было заходить с двенашкой. Да. Всем вместе прям. И кто-то, по-моему, опаздывал. Кто-то. Чем с ней? Я не знаю, кто. Я не помню сейчас. И ты такой там... Ну, знаешь, я сейчас понимаю, я вижу в тебе доброту, такую любовь, да, и ты хочешь помочь людям, но у меня этого не было. То есть у меня вообще такая была жизнь, что эгоистичная, да, то есть если у меня все окей, то остальным пофиг, короче, абсолютно пофиг. А меня раздражало, наверное, тот факт, что ты всех спасаешь, там, хочешь за команду, там, и так далее. И я смотрю и говорю, там, зачем ты спасаешь другого, там, зачем ты ждешь кого-то. Да. Я так сказал. И меня это взбесило, да.
Не, вообще, я честно скажу, первые мои впечатления о тебе были нехорошие. Я думал, что за дядька вообще, ё-моё. Ну, что за дядька вообще? Что он потерял здесь? Но в моем, как бы, понимании я вообще всегда, ну, более-менее с своими ровесниками ходил на тренинги, либо я так скажу, то есть даже если они были старше меня, то как-то они были, мы были на одной волне. То есть ты для меня был таким человеком, как будто вот, ну, совсем другой человек. Вот у нас же есть разница почти 10 лет, и Мгм. ты такой, как будто, Старший брат. ну, как будто старший брат, а старший брат не старший брат, а старший дядя даже. То есть у нас у казахов называется это куке. Мы даже, ну я сам вообще южанин в Казахстане, то есть у нас вообще очень высокое уважение старшим, и мы перед ними там обычно там иногда не говорим даже слова, мы всегда соглашаемся, и для меня это был первым опытом просто на «ты», да, на какой-то своей волне общаться. И меня это, наверное, триггернуло. Я не понимал, потому что это был первый мой опыт. Я вообще как-то первый раз у меня в жизни было такое. И как раз-таки у нас же еще была Наташ. Она же тоже такая, там, как мама моя, да, то есть как, Мгм. ну, я не скажу там, как мама, да, ну, то есть по энергетике там вижу, как вот тоже, тут тоже какая-то там взрослая женщина, и в моем понимании не было такого опыта, что я со старшими общался на «ты» и там шутил и так далее. Ну, знаешь еще в чем? Это ей помогло же мне. Ну да. Очень сильно помогло. А потому что я помню, я сейчас коучу, и э, когда первый раз приходили люди, если они были старше меня, я сразу как бы, у меня было, Отстранялся, да. отстранялся, я говорю, блин, зачем ты пришел, я же вообще младше тебя, ну, что я могу дать тебе и так далее. А сейчас у меня такое появилось вообще, не делить людей. У тебя есть такое, ну, после такого, что не делить вообще людей? Да. То есть ты- я даже, вот когда мы с тобой общались, я даже не знал твой возраст. Мгм. Я понимал, что я там старший. Мгм. Вот так. М, Да, прикольно. Ну, просто я хочу сказать, что, наверное, меня взбесила именно твоя доброта, любовь, наверное. Ну, потому что это же во мне не было же. Это, М. это такой момент. Потому что, ну, Айдар сейчас в Алмате, и я очень тебя уважаю. Просто я знаю, иногда ты звонишь просто так, просто звонить, просто спрашивать, как дела и так далее, да. То есть после тренинга уже прошло, наверное, уже 2 года, да, и мы как бы с тобой еще в тесных отношениях. И для меня это непривычно, если честно. То есть я всегда привык, что люди от меня что-то хотят, либо там через какие-то там выгоды, да, общаются, а с твоей стороны там чувствуется вот эта теплота, поддержка, любовь. И это мне непривычно. Я начинаю избегать этого всего, потому что эм, это же тоже новый опыт для меня. Мгм. Но вначале, когда ты позвонил, ну, недавно у меня был тренинг, но ретрит, там 3 дня, мы там, и ты звонишь и говоришь, я приезжаю, короче. Я тогда был в этом еще в Стамбуле, я о чем-то поговорили, я говорю, и ты говоришь мне там, блин, я хочу все это услышать от твоих там Мгм. уст, там, оффлайн, я хочу встретиться с тобой. Это же, знаешь, это как удар для меня. Я начинаю в этот момент просто избегать. То есть, ну, нифига Мгм. себе, просто так возможно, что ли? Так возможно, что ли, тесно так общаться? И хочу поблагодарить тебя за этот опыт, потому что э, если ты не принимаешь такие стороны, да, ты же не можешь в жизни тоже э, полностью, да, получать те блага, которые там тебе приходят. Ну да. Да это все это нужно даже в мелочах можно смотреть, видеть, М, увидеть. Да. Такой вопрос теперь. Э, После. Мы
собрались двенашкой. Давай про эту комьюнити, про эту среду будем говорить, как на нас влияло это. Потому что, как я понимаю, я очень сильно прям благодарен двенашке, потому что это та среда, как будто это дом, понимаешь? Как будто это дом. Дом 2. Или дом 2, или не знаю, да? То есть ты выходишь как бы мир, где осуждают, где люди там оценивают, где критикуют, где ты в маске, да? То есть, условно говоря, ты строил до этого жизнь так, в маске и так далее. А мы туда приходили, и как будто Все маски снимали. мы все как бы на время снимали маску и показывали настоящую себя, были, да. насколько мы можем это. Да, так и есть. И как тебе это помогло? Вообще, какая роль именно такой среды для трансформации? Ну, я вообще скажу, самая большая трансформация – это как бы не обучение, там, не инструменты. То есть инструменты, они одни и те же вообще в мире, да? А самая большая трансформация – это произошло вот из-за окружения. То есть окружение меняет тебя полностью. Вот ты, как и сказал правильно, мы туда приходили и снимали все вот маски. Мы были там на самом деле настоящими. А чтобы быть счастливым, нужно быть просто-напросто настоящим. И в те моменты, когда у меня, кстати, я сейчас вспоминаю, да, первые 2 месяца у меня было сопротивление, то есть я приходил, там же задания давали, и каждое задание нужно было выполнять. Я думаю, какое нахрен задание, зачем это мне нужно? И то есть выполняешь его, и даже, если честно, там было пару раз, просто дописывал, короче. Сам не выполнял это задание, а взял, брал, дописывал, да, первое. Потом думаю, ну я же с собой не честен. Да. Я же сам себя обманываю. Им-то, ребятам, вообще по барабану. Я даже в одной встрече признался, я говорю, я не могу так больше вас обманывать. Я говорю, я хочу быть с вами честен. И в этот момент, я помню, я не помню, в каком это городе было, я понял, что я начну развиваться, тогда расти вообще, точка роста, да, такая вот, это было страшно, да, снять с себя маску. И я понял, что если я буду честен хотя бы в этом окружении, а этим ребятам же, вам, например, было вообще, кто я такой? Да, абсолютно пофиг вообще. Да, вообще было пофиг, кто я такой. И я понял, что я здесь-то могу быть честен, я научусь здесь быть честным, снимать маски, и в жизни также будет проходить. И вот, и мы все там... Абсолютно все начали снимать через 2-3 месяца все маски, все начали такие в открытую разговаривать, прям быть настоящими. Кто-то начал друг друга бесить, а кто-то, наоборот, любить друг друга, да. Ну, в конечном итоге мы в процессе этой всей работы годовой, да, мы поняли все, я понял, что как бы быть честным, и вот то, что мы там создали, это прям... реально вот как вторая семья. Это такие близкие друзья, это вот просто настоящие друзья. Я добавлю. Знаешь, вообще любой человек, у кого не спроси, они всегда будут говорить, что они хотят изменений. То есть не только изменений, а тотальное изменение. Вот прям тотально хотят вообще изменить себя, жизнь, вообще. А вопрос в том, что не все готовы. Знаешь почему? Потому что, чтобы тотально меняться, ты должен идти в тотальную честность. А чтобы идти в тотальную честность, тебе надо будет признать... Ну, это, знаешь, состояние такое, что прям берешь ёршик, вот как чистишь туалет же, берешь этот ёршик и прям чистишь себя. Это настолько трудно, да, вот слово «честно говори»,
это нормально. То есть даже мы сейчас сидим здесь, у нас есть какая-то маска по-любому, да, это не 100%. Мгм. Даже двенашки, когда 12 человек мы сидим, я признаю, что я вообще там тотальную честность 100% не шел. Потому что это... Хотелось показаться хорошим. Ну, дело даже не в этом. Мгм. Я не хотел показаться хорошим, но есть такой момент, как дамба стоит, как Мгм. плотина, да, то есть это туда вот идешь и напряженно и обратно просто скатываешься. Я просто хотел максимальную честность, но просто я понимал, что я не могу. То есть есть же те информации, которые ты даже сам не знаешь. То есть мне кажется, тотальная честность — это не про то, что там, типа, вот, ребят, я честно говорю. А я сейчас как понимаю, что даже люди могут говорить что-то, а они могут знать даже, ну, как бы, правду не могут знать. То есть они не специально делают это. И в связи с этим у меня вопрос. А как ты думаешь, двенашки, ты на сколько процентов был тотально честен? Такой, знаешь, Да. прямой такой вопрос. Ну, просто, знаешь, почему я так говорю? Мгм. Мы же с тобой еще лично работали же. Мгм. И бывали те моменты, когда ты в личной работе мне что-то рассказывал, а там нет. Я это ценю, потому что тотальную честность не всем надо показывать, потому что это опасно, или это против тебя могут использованы, да, эти данные, да, и мы хотим, не хотим, мы по-любому что-то держим себе, что-то храним себе. И бывает там люди, это в наше время это психологи, коучи, тем самым мы идем вот в эту тотальную честность. Даже, я скажу, не всегда. Даже им не всегда. Потому что через какое-то время ты создаешь вот эту среду доверительную, после этого только раскрываешься, после этого только показываешь себя прям тотально честно. А ты насколько был честным, двенашки? Ну, в Ну, процентах, если я сказать. думаю, наверное, процентов на 60-70 только Ам, был честен. В том плане, что если говорить про внутреннее состояние, да, честности, я был там реально на все 80-90 честен. Ну и были такие моменты, где нужно было, ну, а, в плане мысли, в плане действий, э, ну, скрыть некоторые моменты, так скажем. Не, я это понимаю. Да. Я это понимаю. Ну, то есть у всех есть какие-то скрытые такие моменты, но я сейчас, как понимаю, я Мгм. был прям честен. То есть у тебя там, если так, то это очень хорошая оценка, очень Мгм. хорошая оценка. Но я спустя там 2 года понимаю, что я там был честен, тотально честен, только процентов на, не знаю, там на 40. То есть не от того, что я хотел 100, или не от того, что я скрывал все это. Ну, просто я сейчас понимаю, то есть бывает же, спустя 2 года, да, я сейчас понимаю, что я э, действовал от какой-то маски. Ты через какое-то время узнаешь, что это была маска. Мгм. Через какое-то время. То есть я даю оценку 40. И даже вот это 40% дало такой толк в моей жизни, потому что я от долгов избавился, я прям хорошие отношения начал выстраивать с женой, с другими людьми, да. И я просто сейчас как бы думаю, что если ты тотально честен на 100%, блин, это же ну, полная свобода же. Ну, на самом деле, да. Но это, ну, к этому нужно идти, это нужно почувствовать. М, Я даже вот, как бы вот прошло, да, сколько времени. Я вот только сейчас начинаю это все понимать, насколько я был тогда честен, насколько сейчас я собой честен. То есть вот у меня, так сказать, изменения до сих пор происходят. То есть Конечно. мне вот 39 лет, а я все еще меняюсь, улучшаюсь, улучшаюсь. И каждый раз, каждым днем мне больше становится понятно,
что я делал не так раньше, как я себя обманывал, как я людей обманывал, как я вообще жил не свою жизнь, как я маску одевал. И каждым днем, когда я это все вижу, то есть ты же снимаешь свою маску, ты, значит, двигаешься, значит, в правильном направлении. Знаешь, мне кажется, Айдар, если человек сразу сейчас будет тотально честен на 100%, он не может выдержать это. Нет, Он не конечно, выдержит. да. Потому что есть паттерны, на котором мы держимся. Это через какое-то время мы понимаем, что это ложь. А сейчас иногда выгодно, что это действительно правда. И поэтому тотальную честность надо идти, мне кажется, Мне кажется, со временем. тотальная честность — это внутреннее свое состояние честности. Не то, что к окружению, а вот само внутреннее свое состояние. Я это так понимаю. Например, есть подсознание, Мгм. есть подсознание. Ты в сознании жестко, прям, не жестко, а прямо связано. То есть ты как бы есть коннект, есть коннект. То есть есть коннект подсознания и сознания. На самом деле этот коннект и так есть, но ты в сознании будешь понимать то, что подсознание. Вот это и есть называется осознанность. Смотри, еще в сознании у нас происходят мысли. И мысли, то есть здесь там в сознании происходят мысли без какого-то искажения, без какого-то там манипуляции и так далее, да. От мысли слова идут, слова, то есть ты говоришь то, что ты думаешь, без какого-то там, не знаю, ну так скажем, да, без схемы, да, или там без угла, там напрямую. Но это не грубость, а просто ты говоришь то, что ты думаешь. И от этих слов ты уже действуешь прямо. То есть это слова, потом действия. То есть мне кажется, вот эта тотальная честность, вот все это будет связано. То есть ты будешь понимать всю коннект прям. А если мы, например, подсознание, мы хотим кого-то убить, либо ты там в сознании кому-то говоришь, кого-то ты любишь, например, его любишь, да, а потом в мыслях ты говоришь там, ну, надо сейчас как-то чуть-чуть там схитрить, потом ты говоришь слова там, ну, нормально все, и показываешь какую-то маску, и делаешь совсем другое, мне кажется, и вся наша проблема в этом. Да, да. Да. О чем ты сейчас задумал? Не? Да нет. Переваривал то, что ты сказал. Да. Ну, хорошо. И такой вопрос. Кто бесит вообще двенашки? Давай этого промолчим. Промолчим. Да. Ну, есть, конечно, один человек, но почему бесит, я даже скажу, он, наверное, не бесит, это я сам себя обманываю, потому что я хотел показаться хорошим. То есть до этого изначально этот человек меня не бесил просто-напросто. А так как я хотел себя показать хорошим, удобным для этого человека, и так сложились обстоятельства, что сейчас этот человек меня бесит. Но это был большой для меня урок, чтобы не быть хорошим. Хорошо. плане. Давай теперь следующим образом задам вопрос. А что делать, если люди бесят прям? Если бесит, Ну вот, бывает же... ну смотря в каких обстоятельствах, в какой момент, в каких действиях. Но если человек бесит, это же ты же бесишься. Это же ты сам бесишься. Это этому человеку то, что ты бесишься, это вообще, как говорится, по барабану. Это на самом деле твои действия, это твой внутренний я говорит, что вот это, ну, это твоя злость. Это значит, это твое, так скажем, зеркало. Этот человек тебя зеркалит.
И нужно работать в этот момент над определенной ситуацией, в какой ситуации это, ну, взбесился. То есть над собой нужно просто-напросто работать. Айдар, мы здесь просто говорим про тотальную честность и так далее, да, и вопрос такой, ну, у нас просто, почему я люблю тебя, потому что я могу говорить как бы без угла, прямо, да, некоторые вещи, и то, что мне понравилось, ты тоже некоторые свои проблемы, которых ты никому не рассказываешь, ты говорил мне, это очень ценно, и мы с этим работали. Я так знаю, у тебя был период такой жизни, это связано, мне кажется, с алкоголем, и я знаю, что ты сейчас уже почти уже, ну, скоро, наверное, будет год, да, ты уже вообще не употребляешь. И как этот момент произошел? Потому что это, наверное, было бы полезно те, кто сейчас употребляет алкоголь. И почему люди пьют алкоголь? Я бы, наверное, так сказал, что я увидел, да, в алкоголе. Это как раз вот про то, что ты говоришь, тотальная честность, да. Алкоголем я заливал свои все зависимости. Я убегал от проблем. Я убегал от обстоятельств. Я думал, что выпив алкоголь, я расслаблюсь, мой мозг расслабится, а все становилось еще хуже. Усугублялось, так скажем. И в один момент, я даже сам не знаю, как так получилось, просто я сказал, ну, все, хватит, Айдар, типа, пить. И я даже, наверное, больше, почему, ну, алкоголь это же вообще зависимость такая. Я вот, так скажем, понял одну вещь, когда, ну, в жизни моей ситуации одна ситуация произошла, и я, так скажем, ее, как модно сейчас говорить, отработал. Я его принял, эту ситуацию, и вот я не знаю, как так получилось, у меня вот эта зависимость алкогольная, я связываю с этой ситуацией, как будто бы мне хорошо без него сейчас. Я могу разгрузить себя, свой беспокойный ум другим образом, то есть без алкоголя. И вышел из этой, так скажем, зависимости, из этой кабалы. И вот я не знаю, вот просто не хочется пить и все. Это не объяснить, какое состояние. Там же люди говорят, все, я не пью, там все, там. То есть силой, да? Да, сила себя заставляет. Там, ну, я не скажу, что прям я же заливал. У меня просто вот сейчас не хочу. Вот такое состояние, просто не хочу и все. Мне предложат, может быть, я и выпью. Но в данный момент вот как-то вот не хочется. Я это не могу внутреннее состояние снутри сказать. Ну, просто я не хочу и все. Это вот я сделал, так скажем, себе выбор. Вот нету слов, нету обоснований, просто не хочу. Ну, пить, бухать, так скажем. И, кстати, когда перестаешь пить, у тебя сразу так окружение на тебя начинает по-другому смотреть, так влиять. Многие такие, ты не пьешь? Зачем? Че, может, ты больной? Я думаю, ну да, я больной. А ты кто тогда, если я больной? И сразу уже отношения другое становятся, люди другие становятся. Даже многие были такие примеры у нас семейные, там, друзья, такие, вот ты не пьешь, блин, я тоже так хочу, я тоже, говорит, хочу не пить. Я говорю, ну не пей. Ну, блин, а как? Пятница же, суббота же. У меня тоже такое же раньше убеждение было. Ну, типа, это же все пришли социум наш, паттерны из поколения в поколение, значит, пятница, значит, все, нужно бухать до воскресенья, чтобы в понедельник стать с опухшей головой и ждать, когда наступит пятница, правильно? Ну, это же ты же проживаешь не свою жизнь, ты проживаешь чью-то жизнь, ну, ты же хочешь по-другому жить, ну, действуй по-другому, просто-напросто. И вот я сейчас, когда думаешь, пятница, у меня вначале тоже такая была, как бы пятница, слово пятница уже, знаешь, тяпница, понимаешь? И уже такой мозг начинает искать причину, что делать, куда податься сразу. Дай-ка этому позвонить, сюда позвоню. И ты себя в этот момент отлавливаешь. Ну, давай, занимайся. Берешь семью, идешь в ресторан, берешь семью, едешь там в парк погулять. И вот этот момент, когда ты ощущаешь уже
в другом состоянии, и так внутри за себя так радостно, так, ощущается, что ты реально ты в правильном направлении, в правильную сторону движешься. Мы же с тобой работали. Мне всегда хотелось просто, знаешь, когда... Спросите. Нет, дать совет. Когда ты коуч, тебе там нельзя осуждать, нельзя оценивать, нельзя давать советы и так далее. Но я же как-то попал прямо под твою такую там горячую точку. Ну, вот если война идет, да, прям вот это там боевые действия, где происходят, вот прям туда я попал. И я видел, как ты разрушал себя. Но в этот момент мне хотелось сказать, зачем ты это делаешь? Зачем? И потом я понял, что если ты даже так мысль допускаешь, то я не готов работать с человеком. И, знаешь, именно ты, именно та двенашка, то есть были там разные люди. То есть помнишь, я вам всегда говорил, что вы такие, В открытую говорю. в открытую ебанутые, короче. Ну, я их и так назвал, там, двенашку, вас так и называл. Потому что были разные люди, это для меня было шоком. То есть я же рос прям там такой мусульманской семье. Я не скажу, что прям у нас все было классно, да, но просто мне непривычно было прям слышать такие истории там и так далее. И если даже слышали, то мы смотрели не так с любовью, да, то есть не так. А словно твоя история и история этих остальных людей меня, знаешь, учила принимать людей без оценки, без осуждения. Но на самом деле это было непросто. Это было непросто. Айдар, расскажи, пожалуйста, для меня было честью быть твоим коучем какое-то время, потому что ты самый первый клиент, который там солидную сумму заплатил мне. То есть это я на казахском языке коучу, и вдруг там ты приходишь и у меня покупаешь коучинг на русском языке. До этого был такой момент, я просто расскажу предысторию. То есть у нас была встреча в Саратове, и формат так устроен, что мы же каждый месяц собрались где-то и просто все друг друга разбирали, обратную связь давали. И в Саратове прям такая атмосфера, хороший дом. Прям нас Артем хорошо встретил. Прям за городом. Бассейн, баня, шашлыки и разборы. Прям еще это было лето, хорошая погода была. Прям классно, прям русская деревня. Я в фильмах видел такое только. Русская деревня. Ну да, прям русская деревня же Это была. элитная деревня так-то была. Ну да, элитная деревня, но просто классно была атмосфера и так далее. И потом ты пришел. И мне задал вопрос, короче, сколько стоит коучинг? Почему ты выбрал меня? И такой вопрос. И что ёкнуло? И почему ты хотел у меня как бы обучаться? Или прям, чтобы я стал твоим коучем? Пьяный был, наверное. Ты тогда бухал, да? Пьяный, наверное, был. Почему я решил, да? Этому нет ответа. Ты как бы мой бадди же, это фактически как бы ты мог со мной дальше, мы могли с тобой общаться. Ты и в двенашке, там, скажем, обратную связь давал. Но в один момент как-то я понял, хочется, чтобы ты был мой наставник. То есть у тебя там в голове знания, столько мыслей в правильном направлении.
И, может быть, даже с одной стороны, я бы сказал, вот как бы нет ответа, да, но есть как бы еще другая сторона. Я, наверное, хотел, чтобы мне кто-то помогал двигаться. И я Мгм. хотел как будто такую опору. а, Может быть, через тебя я хотел как бы свои проблемы возложить на тебя, типа бери и решай, да? Бери и решай. Помню, когда в один момент даже я допустил такую мысль, думаю, блин, я купил у него наставничество, да? А что я сделал? Он что вообще делает со мной, короче? Я это не... Тогда вот когда только начинали, мы когда с тобой Мгм. работали, он же не исправляет ситуацию. Он же там не помогает мне выйти из этой ситуации. Блин, как так? А сейчас-то я понимаю, что все внутри-то было. У меня самого сопротивления. Я просто свою ответственность хотел свалить на тебя. М. Тоже можно посмотреть это как бы обратная сторона. Да. А что сделалось, почему я купил, это нет ответа. Просто вот ёкнуло что-то внутри. У меня вообще по жизни действует. Есть внутренние такие ощущения. Вот человека, например, посмотрю с ним, пообщаюсь. Вот, если он по душе, вот все случайности не случайны. Если он М. по душе, у меня сразу как бы открытость. И я вот в этот момент, может быть, внутренним как-то инстинктом отталкивался. Вот же сейчас, если бы я не купил, может, наставничество, я бы, может, и в Алматы не прилетал бы, не М. приезжал бы в гости к тебе, может быть, по-другому общались бы. То есть не все просто так в этой жизни, не все М. случайности. Да. Вот я думаю, вот что-то ёкнуло, и я взял и купил. Тем Знаешь, более заграничный кейс я твой, да, получается? не, действительно, потому что я, как ты знаешь, я вообще вначале даже не понял. Я же думал, я говорю, давай я подумаю, потому что для меня ты был тоже в такой группе, да, ну, состоятельный, да, такой человек, там, предприниматель. И, если честно, я в то время вообще там был в долгах, вообще я не зарабатывал. И ты такой приходишь и у меня просишь, чтобы я тебя как-то коучил, да. Для меня это была большая честь, большая честь. Но я сейчас понимаю, что это ошибка. Почему? Не, ошибка в том, что была честь и так далее. То есть я сейчас не делю клиентов вообще. То есть я на всех смотрю там. То есть бывает же так же, что ты если как бы с кем работаешь, ты для него орел, и если ты с кем работаешь, или он для тебя орел, это две истории, они провальные всегда. То есть и мне нравится, знаешь, вообще слово коуч, если честно, мне не нравится, потому что ну, люди как бы так привыкли так думать, да. Но мне хочется сказать, что слово друг тоже мне не нравится, потому что с друзьями мы как-то как хотим, что хотим, то и делаем. Слово любовь, мне она тоже не нравится. Ну, нравится, но просто мы слово любовь особо не понимаем, что это как бы у нас там слово любовь так ассоциируется только с мамой, либо там с какой-то женщиной или там супругой, да, это так ассоциируется. С детьми, да. Да, или с детьми и так далее. А когда вот коуч, взаимоотношения, оно должно происходить, это, знаешь, это где-то между другом и любовью. То есть это не коуч такой, да, то есть ты должен держать такую позицию, где вы не оцениваете друг друга. То есть Мгм. ты даже на клиента не смотришь, он такой-то такой. Ну, конечно, приятно, да, приятно, но я сейчас понимаю, что это какая-то... Но потом же мы же перестроили такие отношения, да. Я же вчера тоже тебе говорю, там, ну, Айдар, мне там, типа, с тобой там, ну, как бы комфортно, да, то мы туда ходили, сюда ходили и так далее. Ну, как-то это комфортно. Ну, скажу честно, работать с тобой тоже было нелегко, потому что я понимал вот эту твою обвинение в Мгм. сторону меня. Я понимал. И ты не можешь в это время тоже высказать, типа, ты меня почему обвиняешь, ты бери на себя ответственность и так далее. Ты должен в это время еще включить любовь, да, и обратно там, типа, аккуратно, аккуратно возвращать потихоньку, потихоньку, да. То есть, например, если человек и так там в горе, да, и так там в жизни что-то там ломается и так далее, ты, если коуч напрямую будет говорить, там, ты бери ответственность на свою жизнь. Ты, типа, я не виноват и так далее. Это, наоборот, бы там,
спор, либо там, наоборот, это вызвало сопротивление, да? То есть самое сложное, знаешь, когда коучем работаешь, это любой человек вначале, хочешь или не хочешь, он тебя будет обвинять. Ну, конечно, я даже помню вот этот случай, как бы я же не сразу наставничество, получается, купил, коучинг. Вначале работали, ты такой, ты такой-то, такой-то, я вроде бы с тобой в кругу, в двенашке стал быть честным. Потом я покупаю у тебя наставничество, мы с тобой работаем, ты такой, ну, у меня как бы уже там такой переворот жизненный, такая Да. внутри в голове, условно так скажем, пиздец, что происходит, да? И ты мне такой, у тебя еще впереди, что у тебя еще хуже будет. Я думаю, блядь, в смысле еще хуже? Куда еще хуже-то, блядь? У меня и так и уже такое в жизни все происходит. Я думаю, блядь, что он болтает? И потом мы с тобой работали, и там через пару месяцев меня так накрыло, да? Ну, ты помнишь, да, вот эту ситуацию? И меня так накрыло, я хоть что делаю. Я как раз в декабре сюда, в Алматы, к тебе приезжать собирался. Я думаю, не, никуда не поеду, зачем мне это надо? Раньше жил же, спокойно зарабатывал, ходил на работу, зачем тебе это развитие? Зачем это все нужно было? Вот эти мысли поперли в голове, короче, вот эта ситуация. А сейчас-то я понимаю, блин, мне нужно было упасть в эту яму, и увидеть эту яму. А я все время эту яму копал. И ты когда сказал, у тебя еще вот будет вот эта ситуация в жизни, что ты дойдешь до этой ямы, перестанешь копать. Вот я в этот момент я увидел, что эту яму. Осталось только искать выход. И вот сейчас мы поднимаемся. Поднимаюсь, так сказать, по этой яме все еще. Поднимаюсь. Не, я Выход. очень рад за такой опыт. А, Когда ну, у меня мысль была, ну, вот, я почему говорил тебе, ну, я так прямо, по-моему, не говорил, но я просто намекнул, что я вообще всем говорю, что в работе со мной там у вас могут быть какие-то сопротивления, то есть в жизни, да. Но, знаешь, самое интересное, когда в работе с человеком, и он говорит, что у меня все было хорошо, ну, сейчас стало плохо. А правда заключается в том, что это же было до. И человек просто иллюзиями не хочет видеть эту правду. И когда ты работаешь с человеком, я просто... Знаешь, почему я так уверенно говорю? Потому что я, в принципе, работаю с обманом. И когда человек встречает обман, дальше правда. То есть рушится. И человек просто не привык это видеть в своей жизни. И поэтому так происходит. И на самом деле мы это называем, как ты говорил, пиздец и так далее. Нет, это не пиздец. Это, наоборот, начало. Это тот момент, когда ты убиваешь старого себя. Это зарождение нового. И мы просто своим оценочным взглядом привыкли это оценить как плохо. Но через какое-то время мы ощущаем, либо мы чувствуем, что это было во благо, что это было именно точка старта, так скажу. То есть это наоборот именно. Увидел яму, Да. осталось только выбраться. Да. Ну, а самое сложное, когда ты даже не в старте, ты даже не там и не здесь, а где-то между ходишь всегда и не понимаешь, в чем проблема. Ну, потом еще такой вопрос. Айдар. А как ты думаешь, что делать человеку, когда он не понимает, что происходит? Понять, что он не понимает, что происходит, это уже какое-то действие. Это первый шаг, да? Это первый шаг. Да. То есть он понимает, осознает, что он в тупике, так скажем, в непонимании,
Это и есть старт, чтобы действовать к чему-то идти, чтобы прийти к тому состоянию осознанности, понимания к себе, миру, так скажем. И вообще, как бы, когда у меня такие ситуации, да, я не понимаю, что делать, это же все от беспокойного своего ума. Да. Это в голове, в голове очень много мыслей крутится. Мне вообще помогает эта медитация. Когда вот я не даже у меня практикую себе на себе такую вещь. Я если не знаю ответа, я просто сажусь в тишину, включаю медитацию и говорю себе, мне нужно поискать ответ. В голове, это же такой орган, очень много ответов. Просто его нужно там найти. И вот наш беспокойный ум не дает этого сделать. Нужно просто вот лишние вещи с головы выкинуть, ненужные. И вот это во время медитации мне очень сильно как бы помогает найти много ответов на такие вещи. Да. Это вот, ну, допустим, ты тоже вроде бы пример приводил. Вот, допустим, наша голова – это компьютер, да? И там много-много вкладок открыть. Компьютер что начинает делать? Тормозить же начинает. А если все это закрыть, компьютер же будет спокойно работать, а в голове то же самое. А наш мозг – это вообще не распознанный, так скажем, компьютер. Он изучен только на процентов, может, 5%, наверное. Там сколько процессов может происходить. Человек не может просто ни о чем не думать, да? По идее, если ни о чем не думаешь, то это прям оказывается... Если ни о чем не думаешь, это не жизнь, это человек, просто человека нету. Невозможно ни о чем не думать. Ты так думаешь, да? Ну да. Даже там великий какой-то Будда даже... Сколько там секунд продержался, ни о чем не думать. Это секунд, ни минут, ни дней, ни год, а там пару секунд вроде бы, точно не помню. Хорошо. А сейчас я знаю, что ты постоянно учишься. Для чего это все? Почему ты постоянно учишься? Ну, где я постоянно учусь? Ну, я знаю, ты где-то покупаешь курсы. Там, ну, последний раз я покупал курсы по развитию личного бренда. То есть, я думаю, не надо оправдываться. Я просто говорю, для чего тебе развитие вообще? Почему ты постоянно покупаешь курсы? Почему ты развиваешься? Почему ты постоянно покупаешь? Просто покупаю. Хочу расти, развиваться, усовершенствовать себя. Если я буду сидеть в одной и той же позиции, я могу вернуться в ту же позицию, что и раньше было. А мир движется, у нас все цивилизация меняется, все усовершенствуется. И сам себя тоже усовершенствую, двигаюсь, читаю побольше, путешествовать стараюсь побольше. Я говорю, это вот это действие, когда ты начинаешь себе разрешать там, ездить куда-то, путешествовать, развиваться, ты находишь себя другим. Хорошо. Окей. Про Казахстан спрошу. Нравится здесь? Ну, очень нравится. А что именно? Ну, здесь как-то в Алматах, я не знаю, не везде был, но там, где я уже вот третий раз приехал, мне нравится менталитет людей здесь. Какой-то такой спокойный, добрый. Не как у вас, да. Шучу просто. Нет, у нас тоже есть спокойно. Конечно. Но и тоже есть. Ну, здесь вот сама вот как-то обстановка мне как-то вот по душе. Я не знаю, вот внутреннее состояние. Мне вот просто-напросто нравится в Алматах вот горы, погулять по городу. Как-то все спокойно, чисто. Ну, у нас тоже чисто, но, может, ты привыкаешь там, а здесь как-то вот уезжаешь же в путешествие, отдохнуть, быть один, побыть одному там. Вот в такое состояние, может, вот приходишь в этот момент. Хорошо. А как ты считаешь, что вообще в чем отличается... Ну, ты же знаешь, я вообще, казах,
там русские эксперты, да, там эксперты с России, именно экспертов от Казахстана, чем отличается? Либо ты сейчас смотрел то, что как я проводил ретрит, Мгм. и ты знаешь, как где там как бы в России как проводят, да, а в чем отличие вообще? Есть какое-то отличие? Ну, допустим, на примере давай с тобой Да. сделаем и еще кем-нибудь там из России, да, ну, не будем называть. У всех, в принципе, инструменты одинаковые. Мгм. Вот инструменты, как вообще себя развивать, как вообще развиваться человек, у всех инструменты одни. Мгм. Просто смотря, вот, допустим, если тебя посмотреть, да, я вот тоже на твоем ретрите на третий день был, тебя люди смотрят вот так, с открытым ртом, они тебя слушают, они так вникают, ты так легко как-то объясняешь это, все как-то по-простому объясняешь, без лишних этих, и люди хотят впитывать. М. Есть как бы у тебя вот как-то глубинное обучение идет. Люди вот хотят слушать, они хотят получать знания. Мгм. Они никто в телефон не отвлекается, никто ничего не отвлекает. Они просто слушают. Ты как бы, когда вот рассказываешь, что ты делаешь. А я вот там, где был, там как бы нельзя в телефоне лазить. И ты сидишь, ты не знаешь, как будто что-то там вот, в телефоне нельзя, ага, сидишь, слушаешь, да, информация есть, да, есть. Ну, такие вот строгие задания, как по шаблону, понимаешь? М. Вот у всех практически один шаблон, просто там синонимы слов сделали, все по-другому переписали, и вот такие дают. А вот то, что с тобой отличает, у тебя, я не знаю, вот какое-то внутреннее такое вот неописуемое тут состояние, вот людей вот в зал, даже на зал посмотреть, ты М. как-то вот, как будто их сидишь так гладишь, им М. рассказываешь что-то, как маленькому ребенку, и он тебе так внимательно слушает твою историю, понимаешь? Все М. же помнят состояние, когда нам родители там рассказывали сказки, ты внимательно слушаешь, что ты дальше с этой сказкой, с этим рассказом будет. И также вот у тебя там приходит М. обучаться и слушают тебя. Да, знаешь, я где-то год назад, ну, год, даже 2 года назад, я был очень жестким человеком вообще. Я вообще думал, что только жесткость там дает знания. То есть я, когда даже людям даже ставил какие-то жесткие рамки, да, что вот здесь так нельзя, так нельзя, так можно и так далее. То есть я с жесткостью прямо говорил. А последнее время я сейчас применяю такой метод, что э, я, знаешь, человеку, наверное, позволяю быть собой. То есть, ну, например, там, я первый день помню, там, первый день они как-то ретрита, люди как-то, некоторые опаздывали, некоторые смотрели телефон. И мне хочется сказать там, типа, да, почему ты опоздал, либо почему ты смотришь в телефон, почему ты не слушаешь, почему что-то делаешь, что-то ты делаешь. И в этот момент я помню, я знаю, что с этим запретом человека не учить. Наверное, человек не изменится. Либо с каким-то жесткостью не добиться чего-то. Я понял, что вообще знание, оно дается только мягкости. Только мягкости. То есть, а мягкость это что такое? Это любовь. А любовь это что такое? Любовь это в том числе человеку дать возможность быть плохим. Не только хорошим, да. Мгм. То есть, мы, например, у нас же есть ребенок, да, мы же э, любим не только, когда он там играется, либо там просто улыбается, а мы любим его, когда даже болеет, когда он даже вытворяет что-то, да, он когда даже какает там в штаны, там что-то там Ну, капризничать. капризничать. Мы же не относимся типа ты покакал, и я тебя сейчас не буду любить. И мне кажется, с возрастом человек просто теряет эту возможность, и он поэтому включает такую маску, да, Мгм. что вот это можно, это нельзя. А я после этого я просто перестал вообще требовать от ученика что-то. То есть иногда даже люди просто приходят и говорят, дай мне домашнее задание. Я говорю, ну, а что ты думаешь, что тебе дать? Это какое домашнее задание? Либо там, а что я должен сделать такой? Там тут уже Мгм. отшуганные, да, такие, да, там типа, да, я же должен сделать. Я говорю, расслабься.
расслабься, просто там давай будем. Но это непривычно, потому что наше школьное образование, наше в садике и где-то даже в универе, даже сейчас курсы таким образом происходят, да, там человека просто, грубо говоря, терроризировать, да, то есть Привыкли, да, вот да, этим с поколения. пистолетом стоит там прям Да. и там говорит, там, учи и так далее. Да, можно добиваться успеха, да, можно сделать, да, можно кидать в эту точку невозврата, да, что там и так далее. Но я понял, я четко это понимаю, вообще человека меняет вот эта мягкость. То есть, и теперь обратно отчет. Ты этот вопрос вчера задал. А, а что, если ты мягкий, да? Они могут там в голову лезть, да? Мгм. Голову залезть, там, типа, использовать тебя и так Да. далее. Нет, это не так. Ты четко держишь свою позицию. То есть ты знаешь, где свое место, свои границы и так далее. И тогда они будут примерно знать тоже свое место. И знаешь, я очень сильно радовался, когда вот на третий день, на четвертый день они как-то сами собрались, там сами как-то что-то делали, и там говорят, что даже если они даже сами встречались, это такой вайп идет, то есть оттуда, да, от тренинга. То есть они берут и не обсуждая, не осуждая, не оценивая, они просто, знаешь, вот бывают же такие, как посиделки, да, душевные, да, вот, и человек в этот момент, мне кажется, уже освобождается. И я отчасти тебе тоже использовал такой метод. Ты можешь быть любым, абсолютно. Абсолютно любым. Я... Но это нелегко, на самом деле. Потому что в тебе должно быть столько энергии. Я не говорю любовь, Мгм. да. Тебе должно быть столько там, принятия, что ты должен принимать капризы этого как бы ребенка. Кстати, я еще хочу сказать. Недавно я был в садике, их обучал, у нас есть национальная казахская игра, это асык называется. То есть я их обучал вообще так делать. Я знаешь, что понял? Вообще дети от взрослых ничем не отличаются. Абсолютно ничем не отличаются. Вот прям ничем не Мгм. отличаются. Я некоторые моменты понял, даже детей обучить намного легче, чем взрослых. Знаешь, намного легче. Потому что в один момент там просто они там под конец, знаешь, прям видел мой сторис, там под конец они Да. прям все приходили, меня обняли. И так такие воспитатели тоже смотрят такие, вот они так смотрят, ну, это первый раз, говорит, у нас. Да. У нас первый раз, говорит. Ну, то есть в садике, ну, ты же видел сторис, там где-то 10-15 человек, там все просто прибежали ко мне, и все обнимают меня. Мгм. Все обнимают меня. И, блин, в этот момент если честно, хотелось стать воспитателем просто. А я потом понял, я и то и делаю и вообще жизни же. М. То есть не только с детьми, а дети, они же более такие устами младенца говорит, как было же у вас, как Бог, да, говорит, либо Выражение? нет, устами младенца истина, да? Мгм. Истина, Типа такого, да. да, типа такого, я не помню до конца, что они просто могут выражать свои эмоции открытую, да, и в этот момент мне хотелось прям задержаться еще надолго, и говорю, давайте я вас просто у вас посижу и пообнимаю, и все просто здесь. И такая теплота была, любовь была. Классно. И такую теплоту и любовь и даже я со стороны тебя тоже почувствовал. Я не знаю, у тебя какие-то помыслы, да, какие-то, может, твои что-то, но я сейчас учусь там горизонтально строить такие отношения. То есть без какой-то выгоды, да, там что-то. Ну вот я делаю, потому что я делаю. Хорошо. Окей. Сейчас где-то последние вопросы задам тебе. А, Последние сейчас вопросы. Быстрые такие блиц вопросы. У меня был такой вопрос.
И Успех или счастье? счастье. Счастье. Хорошо. Ам, так, любовь или дружба? Любовь. Хорошо. Ам, деньги или миссия? Миссия. Хорошо. Деньги или карьера? Карьера. Но это и есть деньги. Хорошо. Мерседес или БМВ? Мерседес. Бешбармак или баранья Бешбармак. голова? Бешбармак. Бешбармак? Хорошо, Айдар. Тебе есть еще что-то сказать? Может, там что-то хотел от себя добавить? Что касаемо, только если поблагодарить тебя за теплый прием в Казахстане, за твою работу со мной, и вообще за то, что ты есть, встретился в моей жизни. Вообще, первый раз в лифте я тебя встретил, да? Да, мы в одном отеле жили, да? Да. В Дубае, да? Ага. Там ты мне, помню, не понравился. Да. Ну да, я честно говорю, да, вообще Да. такие встречи, А это не так случайно, вот наверное. поблагодарить жизнь, Вселенную за то, что ты попался на моем пути, что мы с тобой познакомились. Мгм. Ты очень классный, добрый, со мной настоящий. Ну, это дорого стоит. Да. Да. Я тоже хочу поблагодарить тебя за то, что ты вообще прилетел сюда, потому что для меня тоже это большая честь. Потому что, представляешь, там перед друзьями это было, перед этими участниками, там, как бы познакомить тебя, это для меня тоже было честью. И вообще поработать с тобой было честью. Я хочу тоже пожелать тебе, ну, вообще дальнейших успехов. И чтобы твое сердце наполнялось любовью, добротой. И чтобы ты жил свою жизнь, именно свою жизнь. Аминь. Несмотря ни на что. И на этой прекрасной ноте мы можем завершить нашу встречу. И вот этот подкаст я тоже хотел, чтобы у тебя было первый раз удивить. И я поздравляю тебя тоже с этим дебютом. И в дальнейшем, наверное, будет еще много подкастов, где ты будешь людям помогать, делиться своим опытом. Окей? Окей. Ладно. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш разговор, так скажем. Такой душевный получился. Спасибо. До следующих встреч. Спасибо, Илюша. Спасибо.